Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Я его ведущая Полина Долинская. Это утро понедельника я проведу в малом составе нашей программы. Дело в том, что мой соведущий, коллега Руслан Ачиров, в рамках программы «Испытано на себе» поехал в экспедицию и пока еще не успел добраться. И совсем скоро, а точнее завтра, мы уже узнаем, что же он интересного нам привез, что же он снял, ну и, конечно же, как ему удалось преодолеть тот самый шторм. Друзья, сегодня, как вы видите, мы начинаем день в новой студии. Я думаю, это и будет для вас тоже хорошим стимулом для новых свершений в начале рабочей недели. Смотрите сегодня наш эфир до конца, и вы узнаете, какие методы чипирования придумали в салонах красоты, а также что сделать для того, чтобы собрать богатый урожай. Эксперты поделятся своими секретами. Ну, а также вы узнаете, как принять участие в акции поощрения вакцинированных от COVID-19, а также что делать, если вашу квартиру затопили и куда стоит обращаться. Если вы родители выпускников и ваши выпускники еще не определились, куда же им поступать после школы, сегодня вам поможет наш гость, профориентолог, поможет вам своими хорошими советами. Будет очень много чего интересного, друзья. Ну и хотелось бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, как прошли ваши выходные, делитесь вашими планами на эту неделю. Ну а также, если у ваших родных, близких и дорогих людей сегодня памятное событие, поздравляйте. И мы обязательно поздравим вместе с вами на всю республику. Также наша страничка в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте последние новости. Друзья, нас, по крайней мере, летняя жара пощадила в эти дни. 2 дня шел дождь, и что было очень приятно для каждого из нас. Ну, а что касается сотрудников Иркутского зоопарка, то они устроили настоящие водные процедуры для его обитателей, изнывающих от жары в городе. На кадрах видео, снятого работниками организации в среду, животные охотно барахтаются под водой. Как отметили в соцсетях сотрудники зоопарка, активно вертится во все стороны и подставляет под струи перья краснохвостый попугай Жако. Не менее позитивно реагирует на внезапные радости среди жаркого дня и обезьяна Лея, которая пытается поймать капли воды ртом. В свою очередь медведи, принимая душ, начинают валяться в вольере или же вообще встают на задние лапы, чтобы дотянуться до источника влаги. Бурная реакция животных на водные процедуры понятна, поскольку в Иркутской области в эти дни столбик термометра поднялся до отметки 32 градуса. Вернется ли к нам жара, мы узнаем из новостей погоды. Ну а также, что нам выходя из дома, нужно взять: зонтик или же крем от загара, мы узнаем прямо сейчас. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах была зафиксирована на отметке от 5 до 14 градусов. В заречной группе Улусов 9-13 градусов тепла. В южных, в Нерюнгре сегодня плюс 8 градусов, в Алдане плюс 12. В Вилюйской группе от 10 до 14 градусов тепла. В Нижнеленских 9-13 градусов. В западных 9-12. В Колымо-Индигирской группе Улусов холоднее сегодня в Чукурдахе плюс 5 градусов и плюс 23 в Среднеколымске. В Янских от 3 до 9 градусов. На северо-западе от 5 до 6 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 12 градусов выше 0. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-юго-западный дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. В течение дня 22-24 градуса со знаком плюс. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Иван Лазаренко с последними и актуальными новостями.
Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Россиянам назвали причины отказа в материнском капитале. Так, в выплате отказывают, если у человека нет прав на ее получение или они прекращены. Данное право не возникает, если у человека нет родных или усыновленных детей. В случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остался ребенок. Также к причинам для прекращения прав на получение выплаты относятся умышленные преступления против ребенка, лишение родительских прав или отмена усыновления. В случае предоставления неверных сведений о членах семьи или повторного обращения за маткапиталом человеку также будет отказано. Мигрантам, которые застряли в России из-за пандемии коронавируса, разрешили и дальше оставаться в стране на законных основаниях до 30 сентября этого года. Но действие моратория не распространяется и на иностранных граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, и нарушителей законодательства о государственной границе России. В список исключений также попали мигранты, предоставляющие угрозу нацбезопасности страны, включая тех, кто выступает за насильственное изменение основ конституционного слоя и принимавших участие в незаконных митингах. Власти Краснодарского края по-прежнему настаивают на вакцинации от коронавируса всех непривитых туристов, прибывающих в регион на отдых. Тех же, кто до поездки на юг не успел сделать защищающий от COVID-19 укол, ждут в медучреждениях Кубани. Туристы должны сами обратиться к врачам в течение 3 дней с момента заселения. В противном случае им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Информация о наказании размещена на сайте администрации Краснодарского края. Председатель Центра избиркома России Элла Памфилова заявила, что никаких обсуждений по поводу якобы возможного переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более поздний срок не ведется. Избирательный процесс уже идет. Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется. Выборы назначены, избирательный процесс запущен. И Центральная избирательная комиссия, и наши коллеги в регионах работают сейчас с полной отдачей. Именно исходя из того, что выборы состоятся в соответствии с указом президента, и голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Нет никаких сомнений, что выборы пройдут в срок в соответствии с указом президента, сказала Памфилова. За первый квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли порядка 3 миллиардов рублей, заключили в Центробанке. Это оказалось в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Количество мошеннических операций по сравнению с 4-м кварталом прошлого года выросло на 40% и превысило 237 тысяч. Самым массовым каналом хищения денег стали системы дистанционного банковского обслуживания. С января по март этого года похищено 1 миллиард 100 миллионов рублей. Это почти в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года, отметили в Центробанке. К этому часу пока все. До встречи в эфире. Большое спасибо, Иван. Все знают о том, что делать утреннюю зарядку очень полезно. Но при этом не все ее делают. А между прочим, оказывается, зарядка утренняя оказывает неожиданный приятный эффект. Дело в том, что зарядка поможет снизить боль. Обезболивающий эффект вызывают те самые гормоны эндорфинов, радости, которые вырабатываются во время упражнений. А также они помогают снижать ощущение боли. После физической нагрузки при этом вы еще и очень вкусно, плотно, с хорошим настроением завтракаете. Вот наш тренер Светлана Кобякова покажет несложные и эффективные упражнения для суставов. Пусть ваше утро будет здоровым и бодрым. Присоединяйтесь. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясницу расслабили, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся вверх. Вспомните что-нибудь хорошее, внутренне улыбнитесь, и на этой волне начинаем нашу утреннюю зарядку. Хлопнули в ладошки, растерли. Растираем до ощущения тепла, нагнетаем энергию в ладони, и этими разогретыми ладонями растираем, пробуждаем свое тело. Начинаем с ушных раковин. Растираем по периметру вверх, вниз, внутри уха поводили пальцем. И теперь растираем затылок, основание черепа, мышцы шеи сзади, по бокам, плечи. И переходим на плечевые суставы. Обязательно представляйте, как вы снимаете ладонями с суставов застойную энергию, стряхиваете ее на землю.
До ощущения тепла растирайте все суставы, локтевые. И сейчас запястье стряхнули, другая рука. Хорошо. Теперь сжимаем руки в кулаки и вот этими костяшками без нажима взбадриваем, позвоночник растираем вниз до копчика, вверх, насколько идут руки. Нажим усиливаем и растираем спину, поясницу, таз. Ощущайте, как у вас пробуждается вся спина. Перевернули ладони к себе и до ощущения тепла растерли область почек, ребра, талию, живот и тазобедренные суставы. Стряхнули. Выставляем одну ногу вперед, растираем колени вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. Другая нога то же самое. Вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. И теперь чистим пальцы. Снимаем грязь, грязную энергию, которую мы собрали с суставов, и стряхиваем ее на землю. Держим, делаем довольно плотно. Одновременно массируем активные точки на наших пальцах. Растерли между пальцами. По паре раз достаточно. Взяли руки в замок, потянулись, выгнули спину. Спину назад тянем. И вдох. И на выдохе прогибаемся. Вдох. И на выдохе в сторону. Вдох. И на выдохе в другую. Повернули корпус. Таз тянем назад, руки вперед. Ощущаем, как растягивается поясница. Вдох. На выдохе тянемся вверх. Вдох. На выдохе опять в сторону. И расслабились. Итак, правую руку толкаем вверх, левую тянем вниз, вдох, и на выдохе растягиваем тело, плечи, шею, расслабляем. Смотрим на тыльную сторону верхней ладони, вдох, потянулись, расслабились, выдох. Отлично, ну что ж, мы с вами разбудили свое тело, теперь надо настроиться на позитивный рабочий день. Ноги поставьте на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена. Плечи опущены на лопатки, свешены вниз. Макушка с едва заметным усилием тянется к небу. Делаем вдох и представляем, как вся гармоничная энергия земли и неба втекает в наше тело. Кладем эту энергию в область за пупком. Ладони можно сложить на пупок, можно прикрыть глаза. И вспомните самый счастливый момент жизни. Внутренне улыбнитесь, наполняйте энергией вашей улыбки все свое тело, все пространство вокруг себя. Сияйте радостью, счастьем, любовью. Опускаем руки, приставляем левую ногу к правой. Хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Действительно, очень эффективная и хорошая зарядка, друзья. Вы никогда вот не задумывались, почему люди верят в гороскопы? Я думаю, что это связано больше с тем, что человек хочет услышать про себя какие-то хорошие новости в ожидании каких-то приятных прогнозов и событий. Своего рода это даже идет какое-то программирование на успех. Ну, а если даже там бывают какие-то негативные комментарии, то это как-то быстро забывается. Друзья, мы предлагаем вам узнать, что же звезды нашептали нам на эту предстоящую рабочую неделю. Овен. При желании вы способны достичь успеха, но он будет подразумевать крупное вложение сил, нервов и времени. Телец. Энергии на этой неделе будет достаточно, чтобы выполнить уйму дел. Во второй половине недели ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные планы следует перенести на следующий период. Начните выправление ситуации с мелких или второстепенных задач. Близнецы. Неделя заставит всерьез заняться личными отношениями. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуждах близких людей. Время заняться собой появится к выходным. Источником вдохновения могут стать творчество, спорт, интеллектуальные задачи. Рак. Не надо вкладывать силу во что-то одно. Действуйте сразу по нескольким направлениям. В конце недели нежелательно убегать от решения вопросов в личных отношениях. Чем четче и яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и недосказанности.
Лев. Удача на этой неделе сама бежит в руки. Научитесь читать между строк информацию, полученную в ходе каждого диалога, и правильно расшифровывайте подсказки Вселенной. Вторая половина недели – прекрасный момент для любовных реформ. Попытайтесь устранить имеющиеся в браке разногласия. Дева. В любви лучшие результаты принесет чуткий подход к близкому человеку. Тем, кто пока не нашел спутника жизни, рекомендуется открыться для виртуального диалога. Человек, который появится в вашей судьбе в этот период, немного позднее займет в ней прочное место. Весы. Не бросайтесь из огня в полымя. Когда есть несколько вариантов развития событий, следует предпочесть тот, который максимально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга. Скорпион. Чуть больше откровений в сфере любви и раскрепощенности в браке – вот что поможет сделать атмосферу вокруг вас более спокойной и гармоничной. Неделя благоприятствует началу диет и переходу к здоровому образу жизни. Стрелец. Главное, чтобы цели этой недели не нарушали права ваших близких. Порой вы будете не слишком сдержанными в поведении и словах. Постарайтесь как можно скорее выправить ситуацию в позитивное русло и не отказывайтесь принести свои извинения. Больше рассчитывайте на себя, меньше на помощь кого-то другого. Козерог. Перешагните через неприятности, настройтесь на позитив и подумайте о том, как защитить себя от подобных ситуаций в будущем. В конце недели, скорее всего, придется оправдываться перед кем-то из близких. Главное, не убегайте от ответственности. Ищите пути для того, чтобы устранить нерешенные вопросы. Водолей. В начале этой недели вам может поступить материальная помощь или предложение, связанное со сферой финансов. Важно прислушиваться к мнению тех, кто рядом. Если кто-то обратится к вам за помощью или советом, ни в коем случае не отказывайте. Нельзя исключать, что скоро уже и вам придется обращаться за поддержкой. Рыбы. Особенно хорошо будут удаваться дела, в которых можно применить врожденную харизматичность. Не бойтесь слишком настойчиво доказывать свою правоту. Для хозяйственных дел эта неделя подходит не лучшим образом. Любой процесс, который вы начнете дома, займет гораздо больше времени, чем изначально предполагали. На календаре 12 июля, понедельник. Все православные сегодня отмечают День святых апостолов Петра и Павла. Ну а в нашей рубрике «Даты и события» мы узнаем об исторических событиях в этот день. 28 июня – День российского букмекера. По народному календарю, если сегодня много комаров, то скоро установится ненастная погода и пойдет дождь. 28 июня 1569 года подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским. Это соглашение объединило две страны в одно государство – Речь Посполитую. 28 июня 1841 года в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель». 28 июня 1914 года в Сараево убили австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Покушение стало поводом для начала Первой мировой войны. 28 июня 1919 года подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну. 28 июня 1946 года на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа». Машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. В этот день в 1577 году родился Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко. 28 июня 1712 года. Как известно, понедельник – день тяжелый даже для нашей техники. Видимо, она слегка у нас не выспалась и рассказала вам о датах и событиях прошлой недели. Ну а одно из важнейших событий, которое прочно войдет в историю нашей республики, это, конечно же, 21-е игры Манчары, которые накануне завершились в селе Бердигистях Горного Элуса. Несомненно, они значимые для всех нас, для всех якутян события. Накал страстей, горечь побед, разочарование. Друзья, все это надолго запомнят не только спортсмены, но а также зрители, которые, кстати, наблюдали за всем и болели через онлайн-трансляции наших телеканалов. Около 100 сотрудников нашего телеканала вели трансляции игр Манчары и готовились к этому событию основательно. И не только с профессиональной стороны. К примеру, спортивный журналист Миргуяна Егорова подошла очень ответственно к этому заданию. Она сделала специальный даже маникюр к этому событию. Фотографии маникюра на фоне
эмблемы игр с миниатюрным всадником на ногте безымянного пальца она опубликовала в своем инстаграме. Эмблемы различных соревнований, спартакиад, а также чемпионатов становятся творческим вдохновением для мастера ногтевого сервиса Лидии Ципандиной. Не первый раз. И наш креативный журналист обращается к ней перед каждым большим спортивным состязанием. И нынешние игры не стали исключением. Вот вам и отличные идеи для летнего маникюра. Ну а также мастера маникюра в Арабских Эмиратах пошли еще дальше. Они начали чипировать людей. Что же это значит? Мастера по маникюру приклеивают микросхему, необходимую клиентке, где хранятся все ее данные, на ноготь и покрывают все это лаком. Если девушка хочет поделиться своей страницей в Инстаграм, ну а также, может быть, ссылкой на свой аккаунт в другой социальной сети, она может просто подставить палец для сканирования смартфоном. Беспокойтесь о том, как сохранить социальную Иван дистанцию, Петрович? когда решили дать новому знакомому телефон или ссылку на Инстаграм? Салон красоты «Ланур» в Дубае предложил решение – маникюр с микрочипом, на котором размещена цифровая визитная карточка. Его клиенты могут сохранить в ней желаемую информацию с помощью приложения, доступного на айфонах и андроидах. А сам микрочип распечатывают на принтере и наклеивают на ноготь, а сверху покрывают лаком. Визитка хранит учетные записи в социальных сетях, номера телефонов, адрес электронной почты и другую контактную информацию. Любой пользователь смартфона может отсканировать данные и тут же их посмотреть. Ханан Эспайрс, 35-летняя телеведущая из Дубая, сказала, что хоть это и кажется рекламной уловкой, она была взволнована перспективой попробовать что-то новое. Теперь, если я буду в шумном месте и захочу поделиться своим инстаграмом или социальными сетями, то скажу: сканируйте мой палец. Новая услуга – это детище владелицы салона Нур Макарим. На самом деле мы являемся первым салоном в Эмиратах, который предоставляет такой сервис с микрочипами. По словам Нур, с тех пор, как она опубликовала информацию об услуге в своих социальных сетях, клиенты просто стекаются, чтобы попробовать новинку. Технологические новинки, конечно, намного облегчают нашу жизнь. Ну а что же действует более надежно, тем более сейчас, в такое непростое время, это, конечно же, вакцинация. С каждым днем число вакцинированных у нас в республике, в стране и в мире растет. А в республике Саха-Якутия объявлена акция по стимулированию вакцинации и поощрению ответственного отношения к безопасности здоровья граждан «Стоп коронавирус Якутия». Акция стартовала в прошлый вторник, 6 июля. С этого момента в течение недели, то есть до сегодняшнего вечера, до 20:00, получившие первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 могут подать заявку и на участие в акции на портале e-yakutia.ru. Как будет проводиться акция, как будут выявляться еженедельные победители и как они будут поощряться, мы узнаем сегодня у нашего гостя, член экспертной комиссии акции «Стоп коронавирус Якутия» Иван Лускан. Иван Петрович, доброе утро. Доброе утро, Полина. Доброе утро, зрители. Я бы хотела сразу спросить у себя. Насколько я знаю, вот уже принимают участие, сегодня будут выявлены первые два участника, которые получат свои поощрительные призы, которые получили первый компонент от COVID-19. Я прошла всю, получается, и первый, и второй получила. Могу ли я тоже принимать участие? Ну да, Полин, разберемся вообще в целом, как будет проходить акция. Безусловно, ты сможешь принять участие в этой акции, но она разделена на два вида. Это финальная акция, где человек по итогам конкурса сможет, ну я конкурс буду назвать, можно акция, да, может получить автомобиль Нива, Лада. 3 автомобиля будут участвовать в этой акции, и 3 человека смогут его получить. Но при этом нужно пройти полный курс вакцинации. Вот ты как раз сможешь принять участие в этой акции. Существует акция еженедельная. Финальная акция, то да, есть на кону у меня стоит Нива. Да, так что у тебя все шансы есть сесть за руль нашего отечественного внедорожника. Если посмотреть вот ту еженедельную акцию, которая проходит непосредственно 6 июля, была объявлена в рамках стимулирования людей к вакцинированию, то здесь какие главные условия? Ты должен быть провакцинирован первым компонентом вакцины любой спутник, Эпивак, Корона или Ковивак, или, возможно, спутник Лайт. Да, Гамковид и спутник – это одно и то же. Некоторые иногда
ну, путают, бывает. Значит, что для этого требуется? Нужно зайти на портал eyakutia.ru, это портал наших государственных муниципальных услуг, зарегистрироваться на соответствующей вкладке о том, что да, я получил там первую вакцину в период 6, допустим, июля по понедельник, сегодняшнее число. До 8 часов ты должен подать заявление. То есть человек не может, получивший компонент, допустим, на этой неделе, ну, во вторник, участвовать в розыгрыше в период 6 по прошлой неделе. То есть это только за тот период, который истек, вот эта неделя. До 8 часов. Это самое принципиальное. Акция стартовала 6 июля, а как же быть с теми, кто привился с одними из первых? Вот как раз-таки те, кто привился из первых, они принимают участие в финальной Они акции. также Да, могут у них подать есть шанс, да, они тоже подают заявку. Там 2 типа заявления. Одно заявление на еженедельную акцию, другое дело на финальную акцию. А сроки проведения? По 31 августа, ну точнее по 31 30, а акция. 31 уже будут подведены итоги как раз в программе «Доброго». Какие данные и куда должен гражданин предоставить для того, чтобы стать участником? Значит, человек должен зайти на портал eyakutia.ru, там есть вкладка, он заполняет соответствующее заявление. Пока никаких сертификатов вакцинации и прочих вещей не требует. Главное указать паспортную часть, фамилию, имя, отчество, дату рождения, о том, что ты прошел и согласен с условиями данной акции. И ты автоматически принимаешь участие. Тебе присваивается номер заявления, и, соответственно, на основании этого номера заявления выстраиваются порядковые номера участников данной акции. Как будут определяться победители? Вот это, наверное, самое интересное, Да. потому что все же думают, какой-то подвох, потому что в еженедельные акции будут разыгрываться по 2 смартфона еженедельно. Ну и понятно, что, как я уже повторюсь, финальная акция — это уже 3 автомобиля будут в акции участвовать. Есть формула определенная по определению победителя еженедельно. Каким образом эта формула выглядит? Я надеюсь, сейчас мы сможем ее показать на экране. Да, как Попросим раз она режиссера. сейчас вот у нас на наших экранах. Ну вот эта смотрите, вот формула. сегодня дата, да, завтра, точнее, вторник будет, да, 13 июля. Значит, мы привязали к определению участника курс доллара на текущую дату, то есть на 13 июля. Что для этого нужно? Вот, допустим, на период к окончанию даты регистрации за неделю накопилось 12 537 участников. Вот то, что на формуле Которые мы видим. зарегистрировались. Которые зарегистрировались, которые получили первый компонент вакцины. Далее, курс доллара, допустим, на текущую дату, на 13 июля, он составляет 73 рубля и запятая, и далее там 4 знака идет, 12,35. Значит, что мы делаем? Общее количество участников умножаем на последние 4 цифры курса доллара После запятой. после запятой. Получаем число. Там получается, ну в данном случае, если вот пример, да, это 1548, и после запятой опять же 4 знака. Округляем это число до целого, без дроби, ну по правилам Большую и математики, меньшую да, в большую и сторону, да? меньшую сторону. И получается определяем первого победителя. Вот, допустим, здесь в данном случае будет 1548, кто по заявлению стоит, он получает смартфон. И второй победитель определяется точно таким же способом, но уже по курсу евро. То есть то же самое. Берется курс евро на текущую дату, после запятой 4 знака, общее количество участников делится на эти 4 знака, и мы получаем то число, по которому идет порядковый номер победителя данной акции. И так еженедельно. И потом победителя объявляем у вас в программе. Хорошо. И вот последний вопрос. По каким условиям получают сертификаты те самые? Вот, это, кстати, очень принципиальный вопрос, потому что может человек зарегистрироваться, а по факту вакцинацию не пройти. После того, как были определены победители, уже порядковые номера, направляется соответствующий запрос в Министерство здравоохранения и получает подтверждение в рамках межведомственного взаимодействия о том, что да, такой человек там-то, там-то прошел вакцинацию. После этого до 31 декабря 2021 года человек получает свой приз, потому что там он указывает свой номер телефона, указывает свои контактные данные, на него выходит организатор акции, и, соответственно, он не останется без своего законного подарка. Такой вопрос. Нужно куда-то подойти и лично получить вот свой подарок? Или же это можно будет отправить по почте? Да, в зависимости от того, где будет находиться участник, да, если ему будет удобно подойти непосредственно в целевой фонд «Будущее поколение», он получит там. Если нет, то будут решаться эти вопросы по доставке через органы муниципальной власти соответствующего подарка до победителя. Большое спасибо за такую интересную, полезную беседу, друзья. А мы предлагаем вам
Ответственно относиться к своему здоровью. Друзья, вакцинируйтесь, также принимайте участие в акции. Мы напоминаю вам, что стартовала она с прошлой недели. И завтра в это же время в программе «Утро Якутии» мы огласим имена первых победителей. Мир активно сейчас вакцинируется, и постепенно открываются места всеобщего пребывания людей. Парки, стадионы, музеи. А вот в Лондоне впервые для публики открылся сад Букингемского дворца. Все желающие получили возможность прогуляться по саду. Это, между прочим, произошло впервые в истории официальной королевской резиденции. Со следующей пятницы и до 19 сентября сад Букингемского дворца в центре Лондона будет открыт для посетителей. Билеты продаются онлайн по цене для взрослых в 16,5 фунтов по курсу без малого 1700 рублей. Желающие смогут посетить обширные участки парка, в том числе розарий и остров посреди пруда. Доступны прогулки с аудиогидом и с экскурсоводом. С 1761 года, когда Букингем-хаус приобрел король Георг III, здесь проводили свой досуг только члены монаршей семьи. Дом стал дворцом и официальной резиденцией по воле Георга IV в 20-е годы XIX века. Тогда же саду начали придавать его нынешний облик. В саду более 1000 крупных деревьев и множество других растений. Некоторые посажены королевой Викторией и ее супругом принцем Альбертом. Среди роз есть сорт Royal William, названный в честь старшего внука Елизаветы II. В числе иных достопримечательностей 6-метровая ваза Ватерлоо, которую накануне одноименной битвы заказал Наполеон, уверенный в победе. После поражения ее преподнесли в дар Георгу IV. Посетители получат возможность провести в саду пикник, а детей в определенные дни ждут художественные и ремесленные мастер-классы. Сад будет закрыт по вторникам и средам. А в Хандыке цветущий сад скоро превратится в дворовая территория школы. Хандыкская детская школа искусств стала победителем номинации «Зеленый образ жизни» конкурса социальных проектов горнодобывающей компании «Полиметалл». Подробности в следующем сюжете. Здание Хандыкской школы искусств, внешним видом напоминающее классическую тарелку неопознанного летающего объекта, одно из достопримечательностей райцентра Тампонского улуса. А теперь, благодаря реализации проекта «Наш стиль», можно любоваться единым, композиционно выстроенным, эстетически оформленным пространством территории школы искусств. Идейным вдохновителем и творческим организатором проекта стала директор школы Оксана Титова. Поскольку необыкновенный дизайн нашего здания в форме летающей тарелки, значит, нужны добрые инопланетяне в виде маленьких человечков, которые ухаживают за деревьями и клумбами, охраняют красоту, эстетику и творчество, символизируют и олицетворяют собой некий симбиоз того, что все прекрасное вечно во всей Вселенной – природа, музыка, люди и далекие звезды. Все малые архитектурные формы изготовлены руками завхоза школы Семена Павлова. Осенью учеников ждет большой сюрприз – обновленная территория. Мне здесь нравится вот эта тележка с цветами. И еще мне здесь больше всего понравилось вот этот пришелец. Он даже выше меня. И он красивый, мне нравится такие большие его глаза. Во дворе школы сотрудниками высажены свыше 60 саженцев плодоносящих деревьев – яблони, рябины, сирени, вишни, жимолости и более 400 корней цветущих растений. Театр начинается с гардероба, а школа – со школьного двора. Потому что двор – это лицо школы. Мы сделаем все, чтобы наша территория была эстетичной, так как именно это прививает в детях восприятие красоты и вкуса. Коллектив школы благодарен горнодобывающей компании «Полиметалл», руководству Тампонского района, всем тем, кто помог и поддержал добрую инициативу по обустройству двора. Теперь у Хандыкской детской школы искусств настоящая территория детства. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Иван Лазаренко с последними актуальными новостями.
Доброе утро, Якутия. В эфире новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Росгвардии казачьи подразделения. Так что в стране может появиться новый тип силовиков. Об этом рассказал полпред главы государства в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он пояснил, что речь идет исключительно о казачьих формированиях, полках и батальонах. Располагаться они будут непосредственно по месту жительства казаков. При этом Чайка признал, что пока все на уровне идеи. Как мы ее реализуем, сложно сказать. Но будем стараться в такой плоскости ее реализовать, подчеркнул он. Федеральная нотариальная палата предупредила о риске, который появился на рынке недвижимости. Нередко люди, вложившие в покупку квартиры средства материнского капитала, не выделяют потом доли детей. В результате в квартиру практически закладывается юридическая мина. Если ее купить, то можно потом потерять, потому что сделка может быть оспорена. Когда родители вкладывают материнский капитал в жилье, они обязаны оформить долю в квартире на ребенка. На практике это делается не всегда. Впоследствии квартиру можно будет продать только после выделения долей. При этом необходимо обратиться в органы опеки и попечительства, чтобы получить согласие на продажу детских долей с условием одновременной покупки на имя детей другой недвижимости, стоимость которой не будет ниже стоимости предыдущей. Минцифры и Минтруд с 11 июля начали опробовать новый механизм проактивного уведомления граждан о полагающихся им единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на ребенка-школьника. Глава Минцифры рассказал, что портал сам заполнит форму заявления на выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в пенсионный фонд. Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат. Напомню, с 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей от семей с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет, а также детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплата будет осуществляться с 16 августа. Ожидается, что эту выплату получат порядка 20 миллионов детей. Мальта стала первой страной в Европе, запретившей въезд для людей, которые не сделали прививку от коронавируса. С 14 июля въезд на Мальту для непривитых туристов будет закрыт. Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг, заявил вице-премьер и министр здравоохранения страны Крис Ферне. Власти будут принимать мальтийские сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские ковид-паспорта. Детей будут пускать в страну лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста и в сопровождении привитых взрослых. К этому часу пока все. Хорошего дня. Большое спасибо, Иван, за последние интересные актуальные новости. Друзья, доброе утро всем, кто начинает день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха», а также тем, кто к нам только присоединился. Многие жители нашего города любят проводить выходные за городом. Выезжая на дачи, но возвращаясь в свои городские квартиры, иногда их может ждать неприятный сюрприз, а именно потопы. Что делать, если вас затопили соседи? Где искать причины возникновения подобной проблемы, расскажет в нашей рубрике «Совет юриста». Всем доброе утро. Лето продолжается, а лето у нас пора ремонта. К сожалению, делая ремонт, нужно быть очень осторожным. Почему? Потому что часто ремонтируется система водоотведения, внутридомовые, получается система, а также мы самостоятельно порой влазим без одобрения управляющей компании в замену батареи, что вызывает в дальнейшем затоп соседей. Почему это очень важно? Компенсация вреда при затоплении, она обязательна. Здесь нужно помнить, что имущество, которое находится внутри квартиры, это ваша зона ответственности. Если вы произвели замену самостоятельно, без уведомления управляющей компании, то все это возлагается на вас. Обязательно, если это сложные манипуляции, нужно обратиться к одобрению управляющей компании и лучше силами профессионалов произвести замену. Тогда уже в случае аварии компенсацией будут заниматься именно эти службы. Если же речь идет о том, что управляющая компания произвела ненадлежащий ремонт общедомового имущества, которое согласно пункту 10 правил
правил регламентируется, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства, а значит надлежащим образом, то есть это уже ответственность управляющей компании. Что же делать, если непонятно? То есть вас затопили. Вроде бы и квартира виновата, вроде и управляющая компания. Ничего страшного. Согласно разъяснениям Верховного суда 2019 года, вы можете обратиться к обоим ответчикам. Уже в ходе судебного разбирательства, как сказал Верховный суд, истину должен будет установить суд. Но для этого вам необходимы следующие документы. Необходимо заактировать, то есть обратиться к управляющей компании и попросить акт о том, что такого-то числа произошел затоп квартиры. Оценку делать не обязательно. Можно обратиться в суд с примерной оценкой и провести экспертизу в рамках судебного разбирательства, это будет судебная оценка, либо предоставить справку оценщика, то есть пригласить оценщика и составить более простой и недорогой документ о том, какой ущерб вы понесли. Сразу отмечу, что сюда входит не только ущерб самому ремонту квартиры, но также, если у вас пострадала техника, ковры, мебель, все это учитывается. Если вдруг получилось, что вы не смогли обратиться к оценщику, суд не провел экспертизу, а в данном случае суд должен руководствоваться разъяснением пленума от 23 июня 2015 года, абзаца 2 пункта 12, которого указано, что размер подлежащего возмещению убытка должен быть установлен с разумной степенью достоверности. То есть, если вы самостоятельно посчитаете, сколько денежных средств вы затратили на материал для ремонта, если уже успели произвести ремонт до судебного разбирательства, на приобретение новой мебели, это также будет надлежащим доказательством. Поэтому будьте осторожны при проведении ремонтных работ и живите дружно с соседями. Вот уж кого точно не грозят потопы от соседей, это, конечно же, дачникам. Они, наоборот, иногда даже ждут тех самых дождей, потому что самое главное – это битва за урожай. Ну а какая самая популярная культура на любой даче? Это, конечно же, огурцы. Но иногда не у всех получается добиться желаемого результата, и иногда урожай нас может разочаровать. О том, как правильно высаживать огурцы, некоторыми секретами с нами поделился наш садово-огородный эксперт Ольга Шиханова. Доброе утро, уважаемые телезрители и уважаемые дачники. Сегодня мы просто поговорим о любимом нашем овоще, это об огурцах. В начале мая, в конце апреля сажаю просто проклюнувшиеся семечки. Конечно, их надо обработать и подержать в тепле. Они когда только проклюнутся, тогда я сажаю в стаканчики их. И уже потом высаживаем в теплице. Огурцы Стелла, сажаю 4 штуки на 2 квадратных, получается, метра. Я гоню в 2 стебля сначала. Оставляю нижний. Нижний один оставляю, потом его подвязываю. Убираю все у него тоже эти междуузли, все убираю. Догоняю, когда до шпалеры 2 идут они у меня. Так им места хватает. Здесь 2, здесь 2. А когда до сюда дорастут, чтобы здесь путаницы не было много, я вообще этот убираю, стебель. Но иногда обрабатываю или зеленкой, потому что он достаточно толстый. Когда растут они, убираем, все знают, все убирают усы, убираем. И убираем эти все, только оставляем 1 огурец и 1 лист. Видите, огурец любит воду любит теплую, не холодную. И лучше поливать, конечно, или утренние часы, или где-то после, допустим, к вечеру. Из практики мы поняли, что, знаете, 2-летний лежит конский навоз. Его нужно перетереть прямо на сите хорошо. И недели за 2 добавить в землю, перекопать. Прекрасно растут огурцы. Но перед тем, как высаживать, нужно обработать будет. А здесь у меня мелкие огурцы. Типа Маша. Но уральский дачник я пользуюсь. Чтобы не было корневой гнили, я делаю такое окучивание. Окучиваю. И когда поливаю, я это место, грядку эту, я ее не трогаю. Ни сюда не лью воду.
И получается как бы грядка в грядке. Подкормку можно делать тем же конским навозом, замачивать его, и травой, трава зеленая, да. Но после подкормки я обязательно поливаю слабым раствором марганцовки. И стараюсь полить даже вот это место, стык, где с землей касается стебель. Поливаю его там, он дезинфицируется как бы. Вот эти все огурцы в один стебель. Они пучковые, и все я гоню в один стебель. Поэтому вот их 6 есть, но он один у меня будет расти. Приятного всем аппетита. Огурцы у всех появились уже. Всем всего доброго. Для выпускников и их родителей сейчас началась самая горячая пора поступления в средние и высшие учебные заведения. Как не ошибиться с выбором учебного заведения, какие ошибки чаще всего совершают выпускники при выборе профессии и как этого избежать, мы сегодня проговорим с нашим гостем, профориентологом Елизаветой Зарубиной. Доброе утро, Елизавета. Вы профориентолог. Кому вы помогаете и чем? Вот в чем заключается ваша профессия? Здравствуйте. Мы помогаем населению в возрасте от 12 до 65, вне зависимости от статуса и профнаправленности, понять, куда же двигаться дальше с точки зрения профессионального и карьерного развития. То есть это вы не только на выпускников, да, нацелены, но и, в принципе, на любого гражданина, который вот хочет понять, чего он в жизни хочет добиться, да, не может определиться. Да, как показывает практика, если вуз был выбран не совсем верно, то возникает проблема того, что нужно проходить заново какое-то переобучение для того, чтобы понять все-таки, какая же работа подойдет мне больше. Угу. Ну вот не все выпускники даже после сдачи ЕГЭ не знают, куда хотят пойти учиться дальше и четко вообще представляют, кем они хотят стать в будущем. Вот вы как специалист что можете посоветовать им в таком случае? Но я считаю, что профориентация – это больше такой семейный процесс, когда необходимо понять, с какого варианта мы с вами стартуем. То есть готовы ли мы рассмотреть коммерческие варианты обучения, сколько мы готовы помогать ребенку, пока он учится, это вопрос к родителям. И, конечно же, понять, к чему склонен ребенок. То есть если, например, он увлекается какими-то техническими моментами, то вряд ли он будет, например, вещать перед большой аудиторией и как бы брать Оскар. То есть даже если ребенок, во-первых, уже перед выпускными экзаменами как-то определился, кем он хочет стать, но экзамены сдал и не получил необходимого балла для прохождения и поступления в тот или определенный вуз или СУЗ. И вот как ему, что делать дальше? Искать другие варианты? Вот родителям что вы посоветуете? Как, во-первых, поддержать ребенка, а может быть, все-таки убедить их о том, чтобы реализовать мечту ребенка и вот платно пройти обучение? Мне кажется, что родителям важно проживать вот это вот состояние не вместо ребенка, а вместе с ребенком. И важно понять, что да, это очень волнительный, важный период в жизни, но если что-то пошло не по плану, то здесь нужно чисто технически иметь как минимум 3 варианта развития событий. То есть у выпускника должен быть идеальный план, то есть это тот план, который в идеальном варианте должен быть осуществлен, я получу классные баллы, я поступлю в вуз своей мечты. Второй план – это более реальный, когда я понимаю, что, в принципе, возможно, 100 баллов у меня и не будет, но, возможно, какой-то вуз будет готов принять меня с теми баллами, которые у меня есть. И третий вариант – это прям такой запасной парашют, который раскроется в случае, если основной не сработает. Здесь можно порекомендовать рассмотреть варианты образования и в колледже, и, например, пройти какие-то курсы для того, чтобы понять, что может быть, если вдруг идеальный вариант не реализуется. Поэтому родителям важно учить детей, мне кажется, принимать решения, планировать и ставить цели, потому что, к сожалению, этому не учат. И чаще всего, когда мы оказываемся в критической вот такой вот ситуации, мы теряемся. А когда у нас есть какой-то план, мы понимаем, что сейчас мы реализуем план Б, и ничего страшного не произойдет. В случае того, если все эти 3 плана есть, но это планы не ребенка, а его родителей, вот как у ребенка выявить те самые способности, которые лучше развивать и потом в дальнейшем
двигаться в этом направлении? В каком возрасте уже стоит это начать? Вообще возраст, когда необходимо начинать профориентацию, наука рекомендован чуть ли не с 3 лет. То есть необходимо наблюдать за ребенком. Но тот период, когда ребенок может пройти тест самостоятельно, это примерно с 14 лет. То есть важно понять, что тест — это что-то такое, что не только рекомендует что-то ребенку, да, но это помогает выявить, какие есть сильные стороны у ребенка и на что необходимо делать упор в развитии. Большое вам спасибо за то, что вы к нам пришли. Во-первых, дали надежду многим родителям, а также их детям, их студентам. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Вот есть старинные вещи, по которым, оказывается, можно изучать историю. Несмотря на то, что наша Южная Якутия, город Нерюнгри, и довольно-таки молодой город, в его музее истории освоения Южной Якутии есть свои экспонаты, которые могут поведать очень много интересного. Доброе утро, дорогие якутяне! Доброе, солнечное, летнее утро! Снова с вами Нерюнгринский музей. Сегодня я вам представлю предметы, которые были привезены нами из экспедиции летом 2012 года. Эта экспедиция была организована в рамках акции «Арктика. Территория открытий», посвященная 365-летию открытия экспедиции Семена Дежнева пролива между Азией и Америкой. В этой экспедиции принимал участие директор музея Сергей Анатольевич Воробьев. Предметы, поступившие к нам в фонды, были очень уникальные. В основном они относятся к этнографической коллекции. Это предметы, которые отражают быт русской деревни конца 19-го, начала 20 века. В фонды музея поступило более 122 предметов. И с некоторыми из них я вас познакомлю. Это в основном предметы, которые передала нам жительница деревни Тиит-Арии Винокурова Евдокия. И были изготовлены они собственноручно ее отцом, потомственным ямщиком. Вот смотрите, такая палочка. Казалось бы, ничего в ней такого нет, но на самом деле это шаблон для плетения сетей. Гладко выструганная, с закругленным концом, и на втором конце вы видите 2 рожка, которые как раз и давали плести равномерно рыболовную сеть. Еще посмотрите, один предмет, тоже очень интересный, и, казалось бы, сразу и не поймешь, что это такое. На самом деле это тавро, то есть клеймо для клеймения крупного рогатого скота, когда на коже животного или на его рогах ставилось это клеймо. Гладко выструганная ручка и металлический прут, загнутый в определенном положении. Здесь мы видим закругленные 2 овала. Вот нужно было раскалить этот прут и затем уже на коже животного или на рогах сделать клеймо. Это клеймо уже давало знать о том, что это животное принадлежит именно этому хозяину и никому другому. Еще один предмет у нас тоже очень интересный. Не сразу догадаешься, что же это такое. На самом деле это не что иное, как сельскохозяйственное орудие, которое применялось при уборке сена. В сток складывали сено, и затем этой сечкой это сено разбивали. Длинная ручка до 1,5 метра и такой металлический, рабочая часть в виде металлического круга с острыми краями на концах. Сечка для того, чтобы измельчить сено. И вот у нас еще один предмет, очень интересный, поскольку в хозяйстве было очень много скота, лошади, коровы, быки, поэтому при забое шкуру обязательно обрабатывали. Затем из нее делали уже различные предметы. Это не что иное, как кожемялка. Кожемялка, которая тоже была изготовлена собственноручно. Чисто деревянное изделие прямоугольной формы, выстругана
топором, и вы видите, здесь верхняя часть выдолблена в виде корыта, куда между ними помещена вот такая ручка шарнирно закрепленная, и на которой есть 12 зубцов. Вот с помощью этих зубцов и производилась обработка шкуры животных. Вот эти небольшие предметы, которые я вам показала, небольшая часть этих предметов и составляют как раз нашу этнографическую коллекцию. Желаю всего вам доброго. Ну вот и подошло время нашего эфира к концу. В это утро понедельника с вами была я, Полина Долинская. Хотелось бы напомнить вам, друзья, что вы принимаете участие в акции «Стоп коронавирус Якутия». Если вы в период с 6 июля по сегодняшний день до 8 вечера получили первый компонент вакцины, обязательно регистрируйтесь на портале e-yakutia.ru, и завтра в прямом эфире нашей программы мы подведем итоги. А также, если вы прошли полный компонент всей вакцинации, вы также можете принимать участие в финальной акции того же самого розыгрыша «Стоп коронавирус Якутия». Друзья, хорошего вам дня, отличного вам настроения. Я предлагаю вам полюбоваться самыми красивыми цветами нашей богатой республики. Цветами сарданами. И пускай ваше настроение будет такое же красивое, как и эти цветы. Всего доброго, пока! Thank you.